Произошедшие на таджико-кыргызской границе события трактуют по-разному. Каждая из сторон в трактовке исходит из своего интереса. Интернет-порталы полны фейка. Реальность другая. Издание «Таджикистан» провело собственное расследование этого события. Правда в том, что первыми нарушили покой границы кыргызские военнослужащие силы. Теперь подробности. 14 сентября 2022 года. 7:15. В районе Кэх были замечены перемещения вооруженных групп военнослужащих погранпоста Булак-Баши, погранзаставы Кипчигай, пограничного отряда Баткен Кыргызстана. 7:28. Военнослужащие этого поста открыли огонь из 60-мм минометов в сторону пограничного поста Таджикистана Кэх, что послужило началом вооруженного конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. 8:10. От пуль кыргызских пограничников были ранены военнослужащие погранзаставы Кэх Республики Таджикистан сержант Курбонов Фатхидин и рядовой Ашуруф Рахмонали, которые были немедленно доставлены в больницу города Исфары. 8:54. Одна грузовая машина для перевозки людей и один бронетранспортер БРДМ с кыргызскими военнослужащими прибыли для усиления кыргызского погранпоста Булак-Баши. 9:25. В результате обстрела кыргызскими военнослужащими рядовой Миникулов Аслан Республики Таджикистан погиб при исполнении служебных обязанностей на погранпосту Кэх Республики Таджикистан. 9:50. По инициативе таджикской стороны было объявлено огневое перемирие. 10:02. Из-за минометного обстрела кыргызскими пограничниками погранпоста Кэх Республики Таджикистан запланированная встреча пограничных представителей сторон не состоялась. 10:40. Стороны во второй раз объявили о прекращении огня. 10:43. На территории погранпоста Кэх состоялась встреча пограничного представителя Республики Таджикистан по Сагдийской области и пограничного представителя Республики Кыргызстан по Баткенской области. 10:48. Кыргызская сторона открыла огонь по пограничному посту Кэх Республики Таджикистан из минометов. Бои вновь возобновились. Встреча оказалась безрезультатной. 13:30. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Бористон. 14:16. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Душанбе. 14:27. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Шуроп. 14:45. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Чоркух. 15:15. Стороны в третий раз договорились о прекращении огня. 15:47. В районе Ходжай-Ало состоялась встреча между пограничным представителем Республики Таджикистан по Сагдийской области и пограничным представителем Республики Кыргызстан по Баткенской области. 20:30. С участием рабочей группы обеих сторон в районе Чор-Кишлок состоялась встреча между пограничным представителем Республики Таджикистан по Сагдийской области и пограничным представителем Республики Кыргызстан по Баткенской области. 21:30. Завершение встречи. 15 сентября 2022 года. В течение суток на всех приграничных с Республикой Таджикистан направлениях кыргызская сторона собирает резервные силы для активации дальнейших действий. 16 сентября 2022 года. 5:07. Военнослужащие погранперехода Кара Республики Кыргызстан без объяснения причины открыли огонь в сторону погранперехода Сурх. 16:05. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Шуроп. 6:13. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Душанбе. 6:19. Вооруженные столкновения начались в районе погранзаставы Богдори и Гулистон. 6:25. Стороны договорились о прекращении огня. 6:31. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Лакон. 6:35. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Ходжай-Ало. 6:41. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Чор-Кишлок. 6:53. Кыргызская сторона применила боевой вертолет в районе Ворух. 6:55. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Бедак. 6:59. В районе Ходжай-Ало состоялась встреча начальников пограничных служб Республики Таджикистан и Республики Кыргызстан. 7:10. Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода Овч-Калача. 7:16. Вооруженные столкновения начались недалеко от комендатуры погранперехода Ворух. 7:28. Вооруженные столкновения начались в районе погранпоста Кех. 7:30.
По инициативе таджикской стороны объявлено о прекращении огня. 7:54 кыргызская сторона открыла минометный огонь по погранпереходу Богдори. 8:00 в районе погранперехода Багистон кыргызские военные открыли огонь по населенным пунктам с применением огнестрельного и группового оружия. 8:37 в районе погранперехода Лакон минометные снаряды, выпущенные Кыргызстаном, пересекли территорию Республики Узбекистан и разорвались. 8:38 пост погранзаставы Жигдалик Республики Кыргызстан занят таджикскими военными. 9:35 в районе погранперехода Лакон кыргызскими военными подожжены жилые дома местных таджикских жителей. 10:20 район водораспределения и погранпереход Ортабуз в ходе военной операции занят таджикскими военными. 10:38 погранпереход Самаркандек Республики Кыргызстан перешел под контроль таджикских военных. 11:01 погранпереход Жанижер Республики Кыргызстан перешел под контроль таджикских военных. 11:03 в районе Багистон и Лакон были замечены кыргызские беспилотники Байрактар. 11:14 погранпереход Минбулок Республики Кыргызстан переходит под контроль таджикских военных. 11:24 в районе погранперехода Шуроп кыргызскими беспилотником Байрактар подрывается один танк Минобороны Республики Таджикистан. 11:58 погранпереход Капчигай Республики Кыргызстан переходит под контроль таджикских военных. 13:29 альтернативная дорога на Аксай переходит под контроль таджикских военных. 14:05 в районе Равот состоялась встреча руководителей погранслужб Республики Таджикистан и Республики Кыргызстан. Стороны объявили о прекращении огня. 15:10 со стороны погранперехода Самаркандек Республики Кыргызстан открыт огонь по району Шуроп Республики Таджикистан. 15:53 погранпереход Булагбоши Республики Кыргызстан занят таджикскими военными. 17:40 в районе Хистеварс замечен кыргызский беспилотник Байрактар. 17:48 в районе Ворух замечены 2 самолета АН и 1 вертолет. 17:54 кыргызским беспилотником Байрактар в районе погранперехода Шуроп взорван 1 бронетранспортер Минобороны Республики Таджикистан. 17:58 в районе Овчи-Халача местное население, собравшееся перед мечетью для вечерней молитвы, были обстреляны кыргызской стороной. В результате обстрела более 20 человек погибло и более 100 человек получили ранения. 18:38 боевая машина «Град» Минобороны Республики Таджикистан взорвана в районе погранперехода Шуроп беспилотником Байрактар Республики Кыргызстан. 20:25 стороны объявили о прекращении огня. 21:24 кыргызские военнослужащие открыли огонь из группового оружия по погранпереходу Бедак Республики Таджикистан. 17 сентября 2022 года. 7:40 в районе Гулистон Исфаринского района состоялась встреча между представителями пограничных служб Республики Таджикистан и Республики Кыргызстан, а также главами Сагдийской и Баткенской областей. 8:45 завершение встречи. 8:50 кыргызские военнослужащие открыли огонь по погранпосту Чоркишлак, погранперехода Сурх Республики Таджикистан. Односторонняя стрельба продолжалась до 11:25. 11:40 с кыргызского направления был открыт огонь из РСЗО «Град» в сторону погранперехода Карамик, пограничного отряда Лахш Республики Таджикистан. В результате обстрела возле школы села Керамик был ранен один несовершеннолетний. 14:00 встреча представителей пограничных служб Таджикистана и Кыргызстана состоялась в районе Керамик, на которой представитель Кыргызстана подполковник Исаков Мансур заявил, что кыргызские военные и представители кыргызских силовых структур, мобилизованные для укрепления границы, ему не подчиняются и не выполняют его приказы. 14:30 завершение встречи. 17:25 кыргызская сторона открыла огонь по погранпереходу Карамик из группового оружия. Стрельба продолжалась до 18:35. 18:37 стороны объявляют о прекращении огня. Кыргызская сторона собирает резервные силы для всех приграничных направлений.